Старший исследователь Китая Адриан Зенц в своем последнем докладе раскрыл факты о принудительном труде в Восточном Туркестане и Узбекистане. Недавно опубликованный отчет Адриана Зенца под названием «Принудительный труд на сборе хлопка в Уйгурском автономном районе и Узбекистане. Сравнительный анализ поддерживаемого государством принудительного труда» обобщает эту порочную практику. В Мемориальном фонде жертв коммунизма отметили, новое исследование Зенца проливает свет на различия в обосновании принуждения между двумя регионами. Система принудительного труда в Узбекистане использует структурную маргинализацию людей для экономической эксплуатации, а система в Синьцзяне направлена на достижение более широких этнополитических целей. Министр иностранных дел Китая Цинь Ган встретился с министром иностранных дел Германии Анналиной Бербок 9 мая, завершив ее менее плодотворный визит в Германию. Затем Цинь Ган прибыл во Францию 10 мая и встретился с министром иностранных дел Франции Катрин Колонна. Далее, 12 мая, Цинь Ган прибыл в Норвегию, последнюю остановку в европейском турне. Но когда китайская банда встретилась с министром иностранных дел Норвегии Анникин Хайтфельд, у здания Норвежского министерства иностранных дел раздались гневные голоса совместных протестов уйгуров и членов правозащитных организаций. Студия Дисней, которые раскритиковали за фильм «Мулан», снятый во время геноцида уйгуров в концентрационных лагерях в оккупированном Восточном Туркестане, отказалась встречаться с жертвами геноцида уйгуров. Отметим, руководители Дисней отказались от предложения встретиться с жертвами геноцида уйгуров в те дни, когда американские законодатели заявили, что компания, возможно, подчиняется китайскому правительству. Согласно докладу Южноазиатского демократического форума, эксперты считают, что попытки китайского руководства сформировать пропекинское правительство в Непале потерпели неудачу. Коммунистическая партия Китая стремится к созданию в Непале единой левой партии, которая будет управлять страной в пользу властей Пекина. С этой целью КПК поддержала объединение двух крупнейших коммунистических партий для создания сильной коммунистической силы в Непале. Япония объявила, что по соображениям национальной безопасности разместила ракеты «Патриот» ПАК-3 на острове Мияко на юго-западе страны, недалеко от Тайваньского пролива. В Японии главный секретарь Кабинета министров Мацуно Хирокадзу заявил, что японские воздушные силы самообороны развернули ракеты «Патриот» на острове Мияко в островной провинции Окинава. США хотят более тесных отношений в области безопасности с Индонезией, чтобы противостоять усилению морской активности Китая в Индо-Тихоокеанском регионе. Глава Объединенного комитета начальников штабов Джеймс МакКонвилл, отправившийся на переговоры в Индонезию, обсудил с министром обороны Индонезии Прабово Субианто вопросы расширения сотрудничества между двумя странами и расширения военных учений. МакКонвилл подчеркнул, что шаги с целью обеспечения свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона предпринимаются, исходя из общих интересов. Регулятор китайского рынка заявил, что Tesla отзовет 1 100 000 автомобилей в Китае из-за потенциальных рисков для безопасности.